Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, ама ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем, кто у нас в гостях, и всем тем, кто нас в дальнейшем услышит, иншаллах, большой салам от всех нас. Так, сегодня у нас по хиджре получается 9-й сафар, 1448 год. Соответственно, по юлианскому календарю 23 июль 2026 год. То есть уже, можно сказать, год только начался, уже подходит к концу, можно сказать. У нас сегодняшняя запланированная тема эфира – это Совет Шуры по Корану и Сунне как единственный выход из сложившегося кризиса, в котором мы находимся сегодня, в общем мусульмане, а в частности мы, кавказцы. Мы эту тему, честно говоря, не один раз поднимали, обсуждали, предлагали некоторые варианты, но, как говорится, воз поныне там. У многих какие-то свои доводы, позиции, которые несоглашательские по разным причинам. Но тем не менее, я глубоко убежден, что единственный выход из нашего кризиса, чтобы выйти, мы должны по каждому вилаяту создать Совет Шуры. Ввиду того, что мы сегодня, именно наше поколение, ввиду технического развития, технологического развития, получается, мы попали в такое опасное и тяжелое время, именно касательно для мусульман. Мы везде и повсюду видим искушение и еще раз искушение. Особенно это отражается на нашей молодежи, и не только на молодежи, в целом на все наши слои, можно сказать, наших народов. И вот в этой ситуации слуги Иблиса повышают свою активность, что, можно сказать, весь мир сегодня, затаив дыхание, находится в таком ожидании. Столько информации льется на наши головы, на наши уши, что вот мы находимся в ожидании появления Антихриста, глобальных изменений, какие только слухи не запускаются сегодня. И, можно сказать, люди особенно сильно подвержены средствам массовой информации. И в итоге мы видим, что люди осознанно сами, можно сказать, приближают эти время, эту ситуацию своими руками, своими действиями, своими пагубными поступками, духовным упадком, можно сказать, во всех аспектах общественной жизни. И когда мы сегодня поднимаем, не сегодня, в целом поднимаем такие темы, получается, что многим эта тема неинтересна. Многие любят обсуждать какие-то противоречия, споры, собираются толпами, посмотреть футбол, посплетничать и так далее и тому подобное. Но когда мы начинаем говорить, разъяснять и призывать к Корану и Сунне в понимании праведных предшественников, это очень важно отметить, именно в понимании праведных предшественников. Мы видим, как те, кто выступает против этой истины, пользуясь своим красноречием и приводя разные философские трактаты, сбивают людей с истины и вводят их в заблуждение. В
как этого желает Иблис и шайтаны. И вот эта тема, она для нас, можно сказать, самая болезненная тема. Мы касательно, если взять вилаят Чечни, Нохчичо, то в большинстве своем многие люди старшего поколения и в целом уже, можно сказать, находятся за пределами своей исторической родины, являются мухаджирами уже, можно сказать, третий десяток лет уже. Кто по 20, кто по 25, кто по 27. Есть и те, кто уже по 30 лет находятся уже за пределами нашей Родины. И, соответственно, вот та ситуация, которая сегодня разыгрывается между нами, получается, что кто больше красноречив, у кого больше возможностей, кто находит какую-то крышу кафирскую, они как бы стараются полностью поставить ложь с ног на голову, как бы ложь с истиной. В суре Аль-Асхаб, 36 аяте, Аллах говорит: «Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и его посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и его посланника, тот впал в очевидное заблуждение». Вот один аят из Корана для богобоязненного мусульманина является достаточным аргументом для того, чтобы разобраться вот в той ситуации, в которой мы сегодня находимся. То есть, если мы делаем анализ над нашим образом жизни, то получается, мы в большинстве своем находимся в полном заблуждении. И наказание Аллаха постигают нас как бы по нарастающей шкале. Мы как бы этих вещей, многих вещей не замечаем, ввиду того, что уже как бы человек начинает привыкать вот в той ситуации, в которой мы сегодня находимся. Мы вместо того, чтобы подчиниться Аллаху, мы начинаем искать лазейки, не следовать законам Аллаха. А как мы знаем из наставлений да'ватов, все начинается с самого малого. И когда человек привыкает к малым грехам в своих поступках, это уже в дальнейшем становится для него обыденностью. Иблис никогда тебя не затягивает как бы большой грех. Он начинает все это с малых грехов. И когда ты понемногу уже втягиваешь вот эту ситуацию, Иблис, соответственно, начинает повышать свою планку. И потихоньку, шаг за шагом затягивает тебя большие грехи. Ввиду того, что ты изначально оставляешь дверь приоткрытой для малых грехов, и потихоньку в дальнейшем его уже приоткрываешь больше и больше для Иблиса. И он уже, соответственно, начинает хозяйничать в твоем доме и в твоем сердце. И когда по итогу он тебя оседлал, ты уже полностью впадаешь в его зависимость, впадаешь в куфр и становишься его рабом своих страстей, ввиду того, что вот эти страсти и есть научение Иблиса и шайтана. И во все времена нашей истории, от Адама и до судного дня, можно сказать, все это было и будет продолжаться до судного дня. То есть борьба между ложью и истиной. Где по итогу мы видим, что истина, она основана на Коране и Сунне в понимании праведных предшественников. А ложь – это наущение шайтана для подчинения и следования козням Иблиса. Чтобы отгородиться от лжи, от заблуждений, человек должен следовать Корану и Сунне в понимании асхабов, праведных предшественников. Искать и дружить с теми, кто придерживается принципа аль-валя валь-бара, любовь и непричастность ради Аллаха. Окружать себя праведными, искренними рабами.
дружить вот с такими братьями, а не теми, кто правдой или неправдой следует своим страстям и преподносит ложь как истину или наоборот. Кто ради мирского готов на любые подлости, измену и предательство в отношении своей религии и всего остального. Также Аллах в Коране говорит, что преобладающее большинство людей находится в заблуждении. Вот в суре Аль-Бакара, аят 100, Аллах говорит, что большинство из них не верует. Также сура Аль-Бакара, аят 243. «Воистину Аллах милостив к людям, однако большинство людей неблагодарны». Сура Аль-Имран, аят 110. «Но большинство из них являются нечестивцами». Сура Аль-Майда, аят 49. «Воистину многие люди являются нечестивцами». И, валлахи, братья, те, кто искренне верит в Аллаха, находится в подчинении Аллаху, следует сунне нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам, для этих людей вот эти доводы, вот эти аяты являются достаточным аргументом, чтобы отказаться от всего остального. Когда мы сегодня видим, что как бы доминирует большинство, толпа, у кого есть средства, у кого есть крыша от каких-то крупных стран и их спецслужб, и большинство себя называющие мусульмане стараются как бы свою истину подогнать вот под шкалу вот этих кафирских стран и их ценностей. Чтобы в каждом народе для нас и в целом в уме, чтобы мы могли двигаться в правильном направлении, чтобы для нас был такой маяк, на что мы могли бы ориентироваться, вот это как бы является для нас следование Корану и Сунне. И чтобы как бы был такой легитимный орган, который подчиняется именно Корану и Сунне и следует вот в полном соответствии с сунной нашего пророка, вот этим органом в исламском обществе является Ахлюль Халли валь Акд или Совет Шуры. Хотя они как бы могут по-разному восприниматься, но в целом суть одна. Ахлюль Халли валь Акд – это как бы исламский политический термин, который буквально можно перевести как «люди, обладающие правом решения и заключения». То есть это собрание авторитетных лиц, представляющие мусульманскую общину, которые наделены полномочиями избирать и назначать вплоть до халифа, правителя, а также принимать ключевые решения от имени народа. И, соответственно, там можно уже как бы дальше описывать, кто входит в это сообщество. В число таких людей входят в первую очередь крупные исламские богословы, правоведы, муджтахиды. Это если как бы в масштабе имарата, халифата, если мы берем, как бы само слово ахлюль халли валь акд, он более как бы приемлем именно вот на такие масштабные проекты, как халифат, имарат. Вот исламские богословы, правоведы, муджтахиды, способные выносить решения по религиозным и государственным вопросам, а также туда могут входить влиятельные общественные, тейповые, племенные лидеры, выражающие интересы народов. А также, если на момент вот такого заключения, такого союза есть большие военачальники, которые стоят во главе мусульманских армий, они также ходят вот в ахлюль халли валь акд, обеспечивая исполнение, можно сказать, решений ахлюль халли валь акд. И вот
совет вот этот Ахлюль Халли валь Акд в исламском понимании, он как бы выполняет, можно сказать, несколько важнейших задач. В первую очередь это избрание эмира, халифа и, соответственно, приносит ему баят. В первую очередь это делают Ахлюль Халли валь Акд. Первыми присягают на верность новому амиру, новому имаму, новому халифу. И эта присяга по факту делает власть правителя легитимной. Также они имеют право отстранить правителя от власти, если он перестает соответствовать жестким требованиям, нарушает законы шариата или утратил способность управлять государством. То есть принимают, можно сказать, все ключевые вопросы, решают все исходя из ситуации. Когда государству угрожает кризис или требуются какие-то новые законоположения, отражающие интересы, можно сказать, всех мусульман, соответственно, на основе Корана и Сунны, на законах шариата. Для чего я все это перечисляю? Для того, чтобы братья поближе поняли, к чему мы призываем и к чему мы стремимся. Вот Ахлюль Халли валь Акд, мы на своем региональном уровне, в нашем положении, мы всегда пользуемся термином Совет Шуры или просто Шура. Это тот же аналог Ахлюль Халли валь Акд. Уже, можно сказать, в региональном, более узком масштабе, более приемлем само название Шура. Также это принцип управления через совещание. Туда также ходят алимы большие, которые имеются в наличии у народа или у уммы на тот момент, авторитетные представители общин. И также они являются совещательным органом при правителе и оказывают помощь амиру, лидеру во всех вопросах, которые на данном этапе должны решаться. Также у нас в обиходе мы слышим, мы пользуемся таким словом, как совет старейшин. Это, если коснуться его истоков, это, можно сказать, традиционный для многих культур избирать совет старейшин. Это было как до исламских временах и уже после ислама уже. Также туда входят совет старейшин пожилые, уважаемые, опытные люди, имеющие опыт и знания в жизни. Решают локальные общинные вопросы. Советы разрешения споров имеют высокий моральный авторитет в своем народе, в своем обществе. И уже в современной жизни наиболее много озвучивающих и многим знакомое, это, можно сказать, четвертое, это парламент. Это также аналог Ахлюль Халли валь Акд, только переставленный с ног на голову. Это, по сути, западная современная демократия, в котором народ является единственным легитимным источником власти. То есть, парламент в языках, в разговорах сопоставляют шурой с Ахлюль Халли валь Акд, но по факту он абсолютно расходится в основополагающих вопросах. Это избирание народом для себя власть, для себя законов, и которые по факту являются источником власти. Когда в исламском терминологии источником власти является Коран и Сунна. И парламент избирает представителей для этого парламента от народа всеобщим голосованием. И может принимать любые законы, независимо от религии. То есть, по факту, если сравнить
шуру и парламент. Шура – это принцип работы, который как бы ведется в рамках шариата. А парламент – это институт с суверенитетом народа и возможностью принимать любые законы, включая противоречащие шариату. Вот эти вещи мы, простые мусульмане, должны четко для себя как бы разобрать, осмыслить и понять примерно. Когда нам вталкивают, когда говорят, обсуждают тему парламента, что это то же самое, что шура, что это то же самое, что ахлюль халли валь акд, абсолютно не соответствует действительности. И вот в настоящем современном мире, в котором мы сегодня оказались, мы видим, что шаг за шагом, вот этими заблуждениями, общество загоняется в сети Иблиса под лозунгами демократии, как бы национализма. И по сути уже мы видим, как многие перестают сопротивляться и бороться вот с этим заблуждением, вот с этим тагутом, вот с этим куфром. То есть ты видишь, что многие сдаются на милость Иблису и его слугам в облике людей. Люди начинают жить и думать сегодняшним днем, наслаждаясь тем, что имеют. А дальше, когда что-то изменится, они считают, что и тогда найдут возможность пристроиться к новой власти, к новым реалиям, и также будут дальше наслаждаться вот своей жизнью. Считают, что они будут всегда востребованы при любом строе, что они универсальны и будут востребованы и в дальнейшем. Валлахи, братья, это животный инстинкт, животный подход к вещам, к делам. И далее можно сказать, вот эти люди, оправдывая себя и свои поступки, что, мол, нету другого выхода, как только приспособиться к тому, что есть, что мы сегодня имеем. И как бы люди в целом уже в большинстве своем начинают привыкать вот к этой ситуации, адаптироваться к этой реальности. Всех устраивает, а почему я должен рисковать или сопротивляться? Вот такие доводы ты слышишь. Почему я должен бороться и страдать? Всем можно, а мне почему нельзя? Вот это повседневная и повсеместная реальность вот нашей жизни сегодня. Мы просто не хотим это как бы дословно озвучивать и высказывать прямо как есть. Ну, по сути, вот мы находимся в вот такой ситуации. Если не видно выбора, многие так считают, что они обречены, и надо искать варианты выживания вот в сложившейся ситуации. Не все выдерживают, не все проходят испытаний, ломаются, подстраиваются под действующие режимы. И осознанно, можно сказать, принимают позиции раба. А то, что большинство людей находятся в заблуждении и отвернулись от истины, в отдельности взятого человека, можно сказать, в большинстве случаев это его не волнует. Он, как говорится, на стороне большинства, а значит и прав. Все же не могут ошибаться. Вот такие доводы нам сегодня проталкивают, навязывают, и многие это кушают и как бы на этом строят свою жизнь, свои как бы мысли, свои намерения. И в дальнейшем мы видим, что вот те, кто так думает и рассуждает, они уже в дальнейшем без всякого сомнения впадают в куфр и в заблуждение. Вот даже взять такой маленький пример, вот по вилаяту Нохчичо, вот мы помним в недавнем прошлом, как муртады создали батальон имени шейха Мансура, да, который, можно сказать, открыто должен служить и защищать интересы Путина и в целом России. А мы знаем из нашей истории, из наших повествований, что шейх Мансур, герой Кавказа и Уммы, он всю свою как бы деятельность проводил под лозунгами против России,
вел джихад против оккупантов и по факту был, как бы можно сказать, убит в тюрьме. А вот эти манкурты, которые пристроились сегодня к этому куфру, они сегодня, как бы, чтобы запутать нас, чтобы ввести в заблуждение нашу молодежь, создают батальон имени шейха Мансура. И по факту этот же батальон, можно сказать, защищает законы куфра, да? И сейчас вот последняя новость, которая прошла, вот касательно этого батальона, ее якобы отдали в прямое подчинение, в личное пользование Адаму Кадырову, сыну предателя, да, чеченского народа. Хотя я его чеченцем не считаю, и на это есть определенные доводы и далили. Ну, мы знаем, вот многие знают, я считаю, что многие, потому что средства массовой информации работают, вот этого юнца-орденоносца. И мы не раз слышали вот разные истории вот об этом малыше. Знаем, через что, через какие испытания он прошел. И, соответственно, люди, которые служат вот в этом батальоне, тоже знают вот эти истории. Субханаллах. И тем не менее идут туда служить и остаются после того, как его как бы по факту передали личное пользование Адаму Кадырову. То есть получается по принципу, если всем можно, если другим можно туда устраиваться на работу, если всем другим можно прислуживать, служить Адаму Кадырову, его отцу или Путину, то почему мне нельзя? Вот один маленький пример вот из нашей жизни, когда люди следуют своим страстям, вот что их подвигает устраиваться на эту работу? Зарплата и оружие, вседозволенность на уровне рабов. Вот что их прельщает. А кто им руководит и кому они подчиняются, получается для них не важно. 18-летний пацан, который, как бы, можно сказать, является для них командиром, отцом, паханом, который имеет такую репутацию, тяжело даже говорить на эти темы, и тем не менее, вот за деньги и за вседозволенность люди как бы разрешают для себя, родители разрешают, чтобы дети устраивались на эту работу, чтобы дети служили предателям, чтобы дети служили кафирам. И вот на фоне всех вот этих событий многих начинает все это устраивать. То, что сегодня здесь можно попробовать, пощупать, становится как бы основой и привычным для всех. Наслаждаешься, как бы наслаждаются, не ограничивая себя ни в чем. А стратегические цели искренних мусульман, они сегодня по факту, получается, не в моде и не поддерживаются многими. Это что-то непонятное, неприемлемое в настоящей реальности нашей. А те, кто, можно сказать, десятками годами сражается и ведет аскетический образ жизни и работает для возрождения ислама, жертвуют своими жизнями, материальными благами, те, получается, невостребованы и даже в большинстве случаев отвергнуты со всеми вытекающими обстоятельствами и последствиями. Гонениями, тюрьмами, бухтанами и в большинстве случаев бывают убитыми на этом прямом пути. Вот как бы описывая нашу ситуацию, в которой мы сегодня находимся, валлахи, вот выходом для каждого народа, можно сказать, нашего региона и в целом по умме, сегодня вот мусульмане должны вот выходить из этой ситуации. И первый шаг для нас, он является создание Совета Шуры, который нам нужен и который, можно сказать, полностью предписан исламом и Всевышним Аллахом. Мы не должны искать довольство кафиру, подстраиваться под интересы России или США, или европейских каких-то транснациональных корпораций. Мы должны стремиться и делать все
что нам предписано нашим Творцом. И это все изложено в Коране и показано в сунне нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам. И наша цель – это возвещение и распространение слова Аллаха, не ограничиваясь территориями и границами, и неустанно работать в этом направлении. Также хотелось бы упомянуть и провести такую параллель, что мы должны учитывать, что в наших рядах братьев, можно сказать, единобожников, которые по факту согласны с вышесказанным, мной на данный момент, тем не менее также имеют различия в подходах проводимой работе. Имеют какое-то свое видение, свою методологию, свою концепцию и варианты решений поставленных задач на данном этапе нашей истории, в которой мы являемся участниками. Если перечислить некоторые моменты, есть приверженцы, допустим, на данный момент среди знакомых и в целом есть приверженцы всемирного проекта, которые отказываются от всего остального, невзирая на факты и ограничения, в котором, можно сказать, находится умма в целом, будь то разделение мусульман кафирами на какие-то государственные образования или национальные разделения, в большинстве своем случае без физического доступа друг к другу. То есть мы разделены такими границами, расстояниями, но тем не менее многие братья считают, что мы сегодня должны всю нашу силу, энергию направить на всемирный проект, на халифат. Есть приверженцы региональных проектов как первичное решение с дальнейшим расширением географических границ и объединением в единый халифат. То есть, приводя этот пункт, я хочу сказать, к этому относится, допустим, тот же проект Эмирата Кавказ, который я полностью поддерживаю и последовательно, иншаллах, буду продвигать этот проект ввиду того, что я считаю, что это на данном этапе в нашем регионе наиболее актуальный и приемлемый проект для искренних мусульман. Также есть те, кто считает, что нужно ограничиться в рамках национальных границ на основе также ислама и Корана и Сунны. Есть отдельные джаматы, которые не выдвигают на данном этапе каких-то открытых политических целей или умышленно их скрывают до лучших времен. Это я перечисляю, привожу этот момент не для того, чтобы кого-то обвинить или ущемить, а действительно это факты, в котором мы сегодня находимся в настоящем времени. Получается, мы братья на одной акиде, но в силу каких-то обстоятельств и, можно сказать, без полного доверия друг к другу, мы работаем врозь. И в диалогах, в разговорах бывают такие вопросы, это плохо или хорошо. Мое мнение, я считаю, что в целях безопасности это хорошо, с одной стороны, в целях безопасности. Но в целях продвижения этого проекта и утверждения нашего исламского проекта по всем направлениям, не буду перечислять эти направления и называть, пересчитывать их, считаю, что это, наоборот, плохо отражается на нас. И чтобы убрать эти все препоны между нашими братьями, валлахи, я еще раз убеждаюсь и убежден, что только выбор шуры, ахлюль халли валь акд, как мы двойственно называем этот совет, способна решить эти спорные вопросы, аннулировать все наши разногласия и объединить нас на истине. Мы знаем, что единство в исламе от слова единобожие, да?
А разделение в исламе от слова многобожие. То есть, чем больше будет разных групп, получается, мы будем тратить свои силы, как вот лебедь, рак да щука в басне Крылова. А если мы объединимся, как бы направим все свои усилия в одном направлении, я считаю, что результатов будет больше. И далее вот как бы нашего народа сегодня все равно как бы мы слышим часто вот создаются советы старейшин. Вот в недавнем прошлом мы видели, стали очевидцами, когда муртады, можно сказать, вот в вилаяте Нохчичо, как бы под копирку Кремля создали вот такой орган, да, и провели такое совещание под названием «Отчетно-выборное собрание Совета старейшин Чечни». Такое вот, громкое такое название, а по факту мы знаем, что это совет предателей. Вот в двух словах, не больше и не меньше. По команде дирижера, вот кто видел, я надеюсь, что многие смотрели и поддержат меня в этом. Вот по команде дирижера там ставят какой-то вопрос на голосование, и как в детском саде, кто за, поднимите руки, и все на все 100% подняли руки. Даже если кто-то вдруг и не согласен, то в любом случае должен поднять руку. А иначе ситуация будет плохой для него. Вот такой низам Путин поставил, под таким низамом он как бы над нашим народом, вот по вилаяту Нохчичу, поставил вот этого своего пса. Да? И вот этот пес, кого выбрал советы старейшин, все остальные как бы утвердили, все согласны, никаких прений, никаких обсуждений. А мы более чем уверены, что вот наши предки вот такому совету старейшин, вот, которые выбрали и которые определили вот манкурты на местах сегодня в вилаяте Нохчичо, валлахи, наши предки вот таким старейшинам 3 баранов не доверили бы, не говоря уже о большем. Вот то же самое мы видим, что как вот в Европе тоже примерно создаются какие-то советы старейшин, которые по факту не играют никакой роли. В большинстве своем вот, состав это из числа дезертиров, и которые, мы видим, хлопают в унисон после каждого выступления актера из своей труппы, что соответствует ихнему статусу. Также мы касательно, я имею в виду сегодня как бы чеченцев, Нохчи, мы видим, что создаются и другие группы, которые озвучивают свои предложения и проекты, которые якобы занимают серединную позицию. То есть, если как бы современным языком, которые считают, что они являются центристами, которые одновременно топят за демократическую конституцию и международное право, и тут же умудряются быть искренними мусульманами с правильной акидой. Вот такие группы тоже у нас есть. Есть еще парламентская труппа, есть еще труппа президиума, и есть много других таких групп. Всех не припомнишь и не перечислишь. И все они по факту получаются осколки одного правительства при Масхадове. Вот осколки масхадовского правительства при правлении, вот, когда было наше правительство, вот, при Масхадове, вот весь кабинет министров, парламент, вот они сегодня разделились на эти осколки, создали свои группы, свои труппы, свои спектакли ставят. И, можно сказать, у каждой из этих групп есть свои лидеры, есть свои спикеры, и все считают, что они и есть цвет нации. И должны в будущем, когда сменят власть, на местах уберут манкуртов, предателей, что они якобы должны быть за рулем нашего народа.
И вот мы в настоящем видим, как они гадают, ждут, спорят, что вот-вот Россия проиграет и развалится, и мы как бы на штыках Запада быстрее других доберемся до власти. Как бы кто первым добежит, или доедет, или уже долетит, можно сказать. И мы вот захватим власть. Вот такой подход мы сегодня видим как бы по вилаяту Нохчичо среди мухаджиров, особенно вот правительство, которое разделился на десятки осколков и которые сегодня ведут такой информационную битву, кто окажется у власти. И вот на фоне вот таких событий часто приходится слышать, что вот многие, бывает, приводят высказывания наших, можно сказать, ушедших лидеров, шахидов, из их старых вот интервью или каких-то там высказываний, приводят какие-то цитаты, тем самым стараются оправдывать вот эти свое невежество, свои действия и как бы свое заблуждение, опираясь вот на высказывания наших лидеров и одновременно ища оправдание вот своим поступкам. Вот к примеру, если привести вот такой пример, я бы хотел привести такой пример, когда приводят интервью Бабицкого, когда Абдуллах Шамиль Абу Идрис давал интервью Бабицкому, и Бабицкий задал такой вопрос Шамилю Абдуллаху: что для вас первично, свобода или ислам, или наоборот, или ислам, свобода, я вот точно сейчас могу ошибиться, и где вот Абдуллах Шамиль Абу Идрис отвечает, что для него как бы свобода первична. И вот эту цитату хватают, берут за основу, ставят в довод, что вот мы должны сперва освободиться, а потом уже будем устанавливать шариат. Тем самым показывая свое невежество и свою слабость. Если взять историю ислама, мы знаем, что в нашей истории были много таких случаев, чтобы в начале становления, допустим, если даже взять второго халифа Умара бин Хаттаба, что он в начале своего пути был против ислама. Но мы судим по исламу, на чем ушел он из этой жизни, например. Также есть примеры и на других наших лидеров. Халид бин Валид и много других примеров. Чтобы не ошибаться, не стану я приводить другие имена и фамилии. Ну, то есть это не факт, если где-то в начале своего пути один из наших лидеров где-то в каком-то своем высказывании сказал что-то, что полностью не соответствует исламу, это не значит, что вот этой цитатой ты должен сегодня прикрывать свое невежество и свою слабость. И когда ты начинаешь вот анализировать вот эти высказывания и их действия, то приходишь к выводу, что такие люди ищут лазейки, чтобы не подчиниться шариату. Мы же помним вот первого нашего президента и слова Жохара Дудаева. После того, как он осознал, как бы уже началось его становление на основе как бы Корана и Сунны, когда он сказал вот такие слова, что мы как бы попробовали все, и парламент, и все остальное, и пришли к тому, что мы должны шаг за шагом идти к шариату. Опять, вот даже вот в этом высказывании многие стараются ищут лазейки для себя. Мол, шаг за шагом не означает сразу. То есть, получается, для них 30 лет после сказанных слов, даже 31 лет уже прошло после этих слов, что это еще не время для установления шариата. Им, по их мнению, им нужно, чтобы сменилось поколение, и чтобы эту пластинку, вот новое поколение, начали крутить по новой. Потомки тех, кто сегодня крутит эту пластинку для нас. Но мы же все помним, на чем ушел Жохар Дудаев.
Мы помним, на чем ушел амир и президент Зелимхан Яндарбиев, который в день инаугурации Аслана Масхадова сказал, что он передает республику на законах шариата. Мы помним обращение амира Абдул-Халима Садулаева, на чем он утвердился и на чем он ушел из этой жизни и стал шахидом. Также многие слышали его последнее послание к Удугову Мавлади, что они идут к имамату, к халифату, и все остальное не соответствует шариату и неприемлемо для нас. Субханаллах, столько доводов, столько далил. Мы помним, на чем ушел наш любимец амир Абдуллах Шамиль Абу Идрис, можно сказать, который является одним из инициаторов по подготовке провозглашения Эмирата Кавказ. Мы помним, на чем ушел амир Эмирата Кавказ Докку Абу Осман, который полностью и бесповоротно закрыл двери тагута для мусульман, как в нашей идеологии и в нашей политике. Ну, валлахи, находятся те, кто стараются опять открыть эти двери, чтобы Иблис продолжал политику против ислама и мусульман по принципу «разделяй и властвуй». Тут, как говорится, валлахи, приходит на ум притча о мухе и пчеле. Когда муха посреди цветущего луга и цветов как бы находит кучу мусора и грязи, а пчела на поле мусора всегда может найти цветок. Вот так получается и у нас сегодня. Как бы подводя итог вышесказанному, валлахи, закончу словами, что нам нужен шариат Аллаха. И первый шаг к достижению этой цели, я считаю, что это создание шуры в каждом народе. И выбор амира в каждой шуре для консолидации мусульман в единую силу. Шура, которая присягнет этому амиру и будет следовать во всем благом за эмиром. Это будет как бы легитимной властью, которая будет принимать все решения в дальнейших наших шагах, как в религии, как в политике, решать, кому нам надо присягать и за кем следовать, и кому подчиняться. И вот после избрания шуры вся ответственность перед Аллахом ляжет на эту шуру. А наше дело это помогать и строго подчиняться во всем благом. Для мусульманина в этой жизни это ислам первичен и только ислам. В суре 56, аят 60, Аллах говорит, что Он сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне. И вот после этих доводов, после этих далил, валлахи, мы видим, что круглые сутки, 24/7, люди сидят вот на этих информационных площадках, на каналах YouTube и на других каналах, и спорят, и доказывают, приводят все, что можно придумать, лишь бы не принять далилы и доводы, что ты должен как бы подчиняться Корану и Сунне безоговорочно. Находят какие-то отговорки, находят какие-то свои аргументы, чтобы не подчиниться, чтобы не присоединиться и держать мусульман в таком ослабленном положении, разделяя на радость нашим врагам. Вот касательно вот этой темы мы часто и долго как бы обсуждали эту тему, часто поднимали эту тему. Ну, как говорится, воз и поныне там. Но тем не менее мы видим, что молодежь подрастает, люди, поколения сменяются, и вот на протяжении, можно сказать, уже 30 лет нас обманывают вот какими-то там мнимыми возвращениями, мнимыми победами, что вот сегодня, завтра мы победим, что мы вернемся, что мы установим, что мы добьемся и так далее и тому подобное. За 30 лет сколько из нас ушло в мир иной? За 30 лет сколько
новых людей появилось в нашей жизни, в этом мире. И ситуация остается та же. И когда сегодня нам говорят, что мы слабы, что нам не дадут, я еще раз говорю, чтобы понять, дадут нам, чтобы осознать, сможем мы хотя бы должны попробовать, должны решиться, должны как бы делать усилия, рисковать. Никто ничто не может гарантировать в этой жизни. Сегодня ты живой, а завтра ты можешь оказаться уже в земле. Никто ничем не гарантирован. Но умирать на джахилии, умирать на несправедливости, умирать под куфром, под ихними законами, это все нам как бы приемлемо, всех нас устраивает. А вот действовать в соответствии с Кораном и Сунной, для нас это обременительно, опасно, рискованно, этого нельзя делать. Вот так у нас как бы получается ситуация. И когда вот есть доводы некоторых братьев, что вот, допустим, создавать шуру, вот, находясь как бы в таком положении, где ты как бы не контролируешь себя, не имеешь власть над своими действиями, находишься в каких-то кафирских странах, то как бы создавать шуру, это по исламу надо как бы еще осознанно осознавать, какие имеем мы возможности и какие имеем мы права вот на такие действия. Ну вот в сложившейся ситуации, я еще раз говорю, валлахи, другого выхода, я убежден в этом, для нас, в первую очередь, я обращаюсь к кавказским народам, у нас нет другого выхода, кроме создания шуры по каждому вилаяту. И когда нам сегодня говорят, что вот там какой-то джамат, который наиболее такой, можно сказать, по составу, по проводимой работе как бы выделяется на фоне других, что вот ее можно взять за основу как шуру, я с этим целиком полностью не согласен. Вот такую шуру ни один народ не признает. Шура, она в любой нашей ситуации должна избираться из разных групп, которые находятся на истине, подчинении Аллаху, из разных обществ, и за которыми должна стоять определенная сила. Только в этом случае она будет дееспособной и полезной для нас в сложившейся обстановке. И только в этом случае с ним будут считаться. А если сегодня, допустим, я там где-то добуду какие-то средства, создам каких-то 20 человек, наберу, подкуплю и вот раскручу примерно, раскатаю и скажу, что вот я и есть шура вилаята Нохчичу, никакой пользы от этого не будет. Никто это не поддержит и не примет. Тем более наши народы не примут. Кавказские народы. Поэтому шура должна создаваться, собираться примерно из людей достойных и желательно из разных наших обществ. И поддерживать эту шуру, этих членов, участников шуры должны также достойные братья, которые должны поручаться за своего выдвиженца. Только вот таким образом мы сможем собрать шуру и как бы организовать такой формат работы, которая будет полезна для нашего народа по отдельности и в целой, можно сказать, нашей умме, которая строго будет придерживаться законам шариата, законам Аллаха, и которые будут направлять наш народ в нужном направлении, вести ту политику, которая сегодня соответствует нашей религии и вот настоящему времени, в соответствии со временем. Вот только вот такой орган, легитимный орган в каждом народе, я считаю, может принести пользу для своего народа. А все остальное, которое нас сегодня кормят, разделяют,
занимают эфиры, примерно, валлахи, дальше вот этих разговоров никаких результатов в этом плане не будет. Я в этом убедился, вот наблюдая за всем этим последние, можно сказать, 15 лет. И еще 15 лет пройдет, мы будем в той же ситуации. И то, что нас одни кафиры, победив других кафиров, приведут искренних мусульман к власти, примерно, кто так считает, то, видимо, получается, он не имеет ни знаний, ни понятия ни в политике, ни в религии. И слушать таких людей, себя просто не уважать. Вот такая ситуация, в такой ситуации мы сегодня находимся. И, валлахи, если каждый из нас не будет думать в этом направлении, делать какие-то шаги для осуществления вот поставленной задачи, для поддержания вот этого проекта, валлахи, другого выхода для нас я лично не вижу. Вот вроде бы все, что я как бы по этой теме хотел, я высказался. Если есть какие-то вопросы, то по разрешению спикера можете задать. Если есть как бы какие-то предложения вот касательно этого проекта, этого призыва, также можно озвучить. Но если таких нету, иншаллах, мы как бы сделаем дуа, если вопросов нету. И как бы подведем эфир к концу. Ламру, у меня тут один вопрос. Ты слышишь меня в эфире ты? Хорошо, я его сам зачитаю. Вот тут меня как бы спрашивают, что в прошедшем эфире ты высказался, что если бы мы оставили бы Зелимхана Яндарбиева, то на сегодняшний день не было бы ни Ямадаевых, ни Хамбиевых, ни Кадыровых. Не смог бы ты как бы более объемнее раскрыть суть вот сказанного. Я считаю, что там особо как бы разложить-то и нечего по факту. Уже по истечению стольких лет, после стольких анализов, я более чем убежден, если бы на тот момент у нас хватило бы имана, мудрости, чтобы не повестись на уловки кафиров. И если даже вот эти выборы были как бы необходимы в том плане, что не было бы другого выхода, то вот сторона сопротивления, мы должны были выставить единым кандидатом Зелимхана Яндарбиева и оставить его на посту президента и эмира. Если бы Зелимхан Яндарбиев остался бы на посту президента в тот момент, я более чем уверен, вот того раскола и вот такого разделения в нашем народе не было бы. Потому что все проходимцы из нашего народа, окружив Аслана Масхадова, который на тот момент, как многие из нас, был неустойчивым в духовном отношении нашей религии, многого не понимал, вот настроив в первую очередь самого Аслана, а сами они и так были настроены против мусульман, против искренних мусульман и против ислама. И вот это окружение Масхадова, по факту, можно сказать, и вот петляло вот эти, делало все эти уловки, создавало вот эти все узлы для того, чтобы мы как бы начали гражданскую войну внутри самой Чечни. И со стороны российских спецслужб делалось все для того, чтобы поддержать именно вот продемократически настроенную группу окружения Масхадова. И Масхадов, в свою очередь, был
сильно подвержен вот этому окружению. А если бы остался бы Яндарбиев Зелимхан, в любом случае, я более чем уверен, на Зелимхана такие воздействия со стороны не имели бы места, и он бы на такие уловки не подавался бы. Вот как бы исходя из этого я сказал, что если бы остался бы Зелимхан Яндарбиев, вот таких уловок, вот таких разделений, вот таких противостояний в нашем обществе не было бы. И сегодня, можно сказать, мы как бы выглядели бы в другом формате и были бы едиными. Вот то, что я хотел как бы сказать, если это чуть развернуть, а говорить можно очень долго. Тут вот еще один брат написал: «Салам алейкум, Абу Хамза. Прошла последняя такая новость, что вот эти предприятия, склады Вальберис на территории России как бы атакованы украинской стороной по заказу Рамзана Кадырова. Есть у вас информация как бы по этому вопросу, по этим фактам?» Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Аллахи, у меня таких фактов нету, далилов нету, чтобы это утверждать. Но первая атака вот на этот склад Валберис, сразу автоматически пришла в голову мысль, что не договорняк ли это между Кадыровым и силовыми структурами вот украинской стороны. Я неоднократно говорил, и еще раз повторяюсь, вот эта война, она ведется на истребление славянского народа. По обе стороны этим конфликтом управляют сионистские наднациональные корпорации, как со стороны России, так и со стороны Украины. И ничего там со свободой, с вероисповеданием этих народов никакого отношения вот эта война не имеет. Поэтому, что там в отместку вот этому своему оппоненту, как его, Керимову, что вполне реально мог Рамзан Кадыров заказать такой удар по Валберсу, по Киму. Мы помним вот этот инцидент между Каримовым, между Рамзаном Кадыровым, где Рамзан во всеуслышание обещал уничтожить их, убить, а потом, когда хозяин гавкнул, дал команду, он сразу как бы притих, заткнулся и начал целоваться, обниматься с Каримовым. Ну, эти люди могут, они по факту лицемеры и лицедеи, они могут и целоваться, и обниматься, но в карманах держать кулаки. А заплатить там 5-10 миллионов для того, чтобы атаковали склады Вальбериса, для Кадырова это что выкурить одну сигарету, примерно. Если по неофициальным источникам якобы утверждается, что у Кадырова состояние уже как бы превалирует за 15 миллиардов долларов, там потратить 10-20 миллионов долларов для возвращения долга своему как бы противнику или оппоненту, или компаньону, там, как угодно. Кадыров на такие шаги способен, без всякого сомнения. А по факту, был ли такой заказ, уже в дальнейшем несколько раз был атакован вот другие склады Вальберис по территории России. Как бы утверждать это мы не станем, но предположить есть все основания, что Рамзанчик на такой шаг способен, без всякого сомнения. И на стороне Украины также есть люди, которые воюют, которые управляют только ради наживы, ради денег. Мы это повседневно наблюдаем с обоих сторон, так что удивляться тут, я считаю, нечем. И как бы поддерживаю вот такое предположение. Так.
Ну, у меня как бы других вопросов на данный момент нету. Поэтому, если у вас есть вопрос к заданной теме, которую мы сегодня провели, можете задать. Если нету, иншаллах, я сделаю дуа, и сегодняшний эфир мы подведем к концу. Бисмилля. Мы, иншаллах, просим Аллаха, мы поклоняемся Аллаху и просим о помощи, чтобы Он нас укрепил, объединил на истине мусульман всего мира. Просим Аллаха, чтобы Он пробудил уму Мухаммада, укрепил наш иман и разум, чтобы мы могли объединиться на истине. Мы также просим Аллаха, чтобы Он вызволил из кафирского плена всех наших шейхов, братьев, сестер, больших алимов, которые сегодня находятся в кафирских тюрьмах, особенно в арабских странах и на российских территориях. Просим Аллаха, чтобы Он излечил наших раненых братьев и сестер, дал им терпению и силу вынести все те муки и испытания. Также мы просим Аллаха, чтобы Он проявил милосердие к умме Мухаммада, чтобы облегчил умме Мухаммада, чтобы Он нам даровал победу над кафирами и куфром. Просим Аллаха, чтобы Он укрепил наших братьев в Палестине, в Шаме, в Ираке, в Сирии, на Кавказе, во всех частях мира, где идет джихад против кафиров. Просим Аллаха, чтобы Он дал нам победу над сионистами и ихними приспешниками, чтобы Аллах унизил их и уничтожил, чтобы Аллах открыл глаза заблудшим и укрепил наши сердца и наши ряды. О Аллах, Тебе мы поклоняемся и Тебя просим о помощи. Пусть Аллах, братья, наставит нас на истину, на прямой путь, укрепит наш иман и сделает всех нас покорными рабами Аллаха. Амин. Субханак Аллаху ва бихамдик. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته